Асан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь. Наш сегодняшний стрим я назвал «Охота ФСБ на детей от Москвы до Миннеаполиса. Звенья одной цепи?» Вопросительный знак. Давайте об этом и многом другом поговорим. Так. Как известно, друзья, короче говоря, ситуация следующая, друзья. Я вам сегодня расскажу гипотезу. Я думаю, что на это должны обратить специальные службы Украины внимание, потому что здесь очень плохая параллель прослеживается между событиями, которые происходили ранее, и сейчас похожий паттерн складывается. И поэтому речь идет ни много ни мало о том, что Украину могут слить. Как известно, 24 августа 2025 года, в День независимости Украины, в центральном детском магазине на Лубянской площади прогремел взрыв. Официальная версия, якобы разгерметизация баллона на 3-м этаже, была подозрительно быстро озвучена российскими СМИ. Сообщалось, 1 человек погиб или тяжело ранен. 3 получили ранения. Здание эвакуировано, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Раненый, либо погибший, оказался офицером ФСБ Алексеем Титовым, который, скорее всего, переносил самодельное взрывное устройство СВУ, которое сдетонировало, либо уже его собирал, и в этот момент произошел взрыв. После того, как раненого офицера ФСБ эвакуировали, его вещи, портмоне, мобильный телефон кнопочный в разобранном виде, как нам об этом сообщила работница ЦДМ, сообщила о том, что был в разобранном виде кнопочный телефон. Это такая излюбленная тактика, методы и газовый баллон, и кнопочный телефон для детонации, которые используют террористы. Такие случаи за ФСБ замечены неоднократно, что вот они подрывают. И их ловили, они сами погибали при попытке подрыва бомбы. И этих случаев очень много. Самый известный, как мы знаем, это взрывы домов в 1999 году, когда ФСБшники, 2 мужчин и 1 женщина, один по фотороботу очень напоминает Гиркина, террориста, который сейчас якобы находится в тюрьме, а может и не в тюрьме. Вот такая вот ситуация произошла. И мы тогда помним, как Николай Патрушев, тогда директор ФСБ, заявил о том, что это были учения, и там был сахар, никакой взрывчатки там не было. Поэтому этих случаев очень много. При закладке СВУ через реку Яузу в 1994 году подорвался Андрей Щеленков, также сотрудник ФСБ, либо Вооруженных сил России, который состоял в банде, ФСБшной банде, так называемой Ланака, некого Лазовского. Таких случаев очень много. И сейчас, после того,
когда произошел вот взрыв, я вчера рассказывал об этом, о теракте, который ФСБшники, по всей видимости, хотели осуществить в центральном детском магазине. Я сказал, что, скорее всего, последуют еще взрывы. Но произошло другое событие, очень, очень странное. Давайте я вам зачитаю все, что я тут наготовил. Вчера, 27 августа 2025 года, в католической школе Благовещения в Миннеаполисе произошла стрельба, в результате которой погибли 2 детей и не менее 17 человек были ранены. Нападение совершил 22-летний человек, которого СМИ называют Робин Вестман. По данным Нью-Йорк Пост, стрелявший предположительно идентифицировал себя как трансгендер и был антисемитом. На оружии, которое он использовал, были обнаружены надписи на кириллице, а также антисемитские лозунги, такие как «6 миллионов убитых в Холокосте евреев недостаточно», «Израиль должен пасть», призыв к убийству президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. ФБР классифицировала инцидент как акт терроризма и начала расследование. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что агентство активно работает на месте происшествия. Белый дом, по словам Дональда Трампа, следит за ситуацией. Официальная версия и позиция ФБР. Давайте сперва с этим ознакомимся. Обратите внимание, я вам буду просто говорить совпадения, какие я вижу, а вам делать выводы. Дело в том, что когда производятся взрывы российскими террористами, они чаще всего происходят с интервалом 3-4 дня. Это маленькое совпадение, возможно случайное, но с того момента, 24 августа, с Дня независимости Украины, произошло как раз 3 дня. День независимости Украины, это так как раз указывает на украинский след. Вот этот взрыв должен был указывать. Должен был. Но на стороне Украины Бог. И поэтому этот террористический акт не был осуществлен, а террорист сам погиб. Ну или получил тяжелые ранения. ФБР направило агентов на место происшествия сразу после инцидента, сообщается. Это стандартная процедура и так далее. Мотивы стрелка. Официально ФБР не опубликовало детальных выводов о мотивах, но согласно СМИ, стрелок выражал антисемитские взгляды, что подтверждается надписями на его оружии. Это указывает на возможный мотив ненависти, связанный с антисемитизмом. На момент 28 августа 2025 года ФБР не делало заявлений о каком-либо русском следе в этом деле. Хотя на оружии террориста были обнаружены надписи на русском языке. Причем надписи они написаны не то чтобы на русском, они написаны кириллицей, и буква «Е» заменена на «Э». Также известно, что в Миннеаполисе живет большая украинская диаспора. Если этот человек окажется связан с украинской диаспорой, большой сторонник Украины, то связь между террористом Алексеем Титовым, самовзорвавшимся в центральном детском магазине, и данным человеком в США более устойчивой становится, на наш взгляд.
для того, чтобы связать это с украинскими какими националистами и радикалами. Потому что в информационном пространстве я часто начал видеть, как проводится какая-то антиукраинская деятельность по нарративам российских спецслужб о том, что в Украине нацисты, фашисты и все остальное. Вроде бы обычный случай, вроде бы Россия так всегда делает и как бы ведет свою вот эту информационную пропаганду. Но именно так произошло с чеченцами. Именно так произошло с чеченцами. Национально-освободительная борьба за свободу своего народа и государства плавно переросла в религиозную борьбу, и уже мусульман, практически стопроцентных мусульман-чеченцев, которых в начале агрессии России такими же мусульманами были, уже к 99 году, к 98 году фактически чеченцы уже стали представляться, в том числе и уже некоторые пособники российских властей начали представлять радикалами и исламистами. Поэтому я бы хотел вот сегодняшним своим видео предупредить украинцев и теракт, который произошел, который собирались произвести, и взрыв, который ранил Алексея Титова, офицера ФСБ, не сбрасывать со счетов и очень внимательно к этому отнестись. Это может начало большого такого плана, большой спецоперации, которая разворачивается против Украины. Несмотря на то, что в 1999 году были задержаны в Рязани после 4 подрывов дома, вся Россия это видела своими глазами. Жители дома в Рязани видели, что их эвакуировали, возбудили дело по статье терроризм, задержали потом на следующее утро ФСБшников. И после того, как Патрушев сказал, что это были учения и там не было сахара, не было взрывчатки, а был сахар, на второй день началась массированная бомбардировка окрестностей города Джагар, бывшего Грозного, и этот случай как бы ушел в сторону. А нужно было нам тогда больше уделять этому внимания. Но, к сожалению, средства массовой информации, которые якобы были за чеченцев тогда, наши в том числе, они эту тему особо не педалировали, не поднимали ее. Сейчас мы видим, что в украинском информационном пространстве находится очень мало, на мой взгляд, объективных, независимых СМИ. И очень многие работают против Украины. Это мое сугубо личное мнение. И они могут тоже отпустить этот момент и особо его не акцентировать про взрыв 24 августа в детском магазине. Далее. Ну, я уже сказал, что он высказывал свои антисемитские взгляды. И похож этот случай на примере расстрела детей в школе Колумбайн. Этот террористический акт, который унес много жизней, тогда в Америке стал очень известным. И его именно этот террористический акт, шутинг, школьная стрельба, когда из школьников делается террорист, опасный для детей вокруг него. И они их вот таким вот образом программируют детей. Это делают российские спецслужбы. В частности, об этом рассказывает очень подробно и очень убедительно Эгон Чилакян, американский эксперт, который рассказывает про этот шкул-шутинги, как берется школа и требуется, район берется, город, район, школа, и требуется от года до 2, чтобы подготовить в этом районе ученика этой школы, который
совершил бы вот это преступление. Вам я советую посмотреть этот фильм, потому что там Эгон Челакян очень подробно рассказывает об этом. Он прямо обвиняет в этом Русскую Православную Церковь, то есть ФСБ, и Дворкина, такой есть, антикультист такой. Это антикультистское движение, как рассказывает нам этот фильм, является таким большой сетью, которая сперва выводит людей на определенную такую за рамки человеческого восприятия группу, и затем эта группа уничтожается. То же самое это касается мусульман, то же самое касается и евреев, иудеев, и католиков. Очень странно, что вот этот террорист в Миннеаполисе, который был антисемитом, напал на католическую школу. И так же, как и в Москве, должны были пострадать, в Москве дети должны были пострадать, а в Миннеаполисе пострадали дети, погибли. 2 детей погибло, 17 детей взрослых получили ранения. На его оружии, которое было написано, еще раз хочу сказать, разные русские слова, они были немножко искажены. И может быть чем-то напоминать украинский. Опять же, если там какая-нибудь связь будет прослеживаться его, что он является сторонником Украины, что он является там, в контакте с какими-нибудь украинцами, то это еще больше, как говорится, усилит наше подозрение. Ну, давайте я вам еще более углубленную параллель приведу своей гипотезы. Дело в том, что в 1994 году, вернемся туда, 11 сентября Россия в первый раз, уже это была 4-я агрессия, но широкомасштабная, это была 1-я агрессия, военная агрессия фашистской России против Чеченской Республики Ичкерия и ее народа. В это время Россия очень заигрывала с Западом, Соединенными Штатами. И Соединенные Штаты, и сам Ельцин прилетал в Москву до этого и предлагал, до войны против Ичкерии, предлагал, сам вскинув руки, предлагал разоружение биологическое, бактериологическое и так далее. И потом взять под контроль ядерное оружие. Сейчас Дональд Трамп как раз, сейчас я вам приведу этот пример, подождите, чтобы все это осталось. Я вчера об этом как раз сказал. Денуклеаризация это называется, ядерное разоружение. Для Америки это очень важный процесс. И если происходит денуклеаризация, и Сенат, и Конгресс, и все в Америке это поддержат. Потому что это представляет угрозу для Соединенных Штатов. Ядерное оружие России и Китая. И вот что сказал вчера, об этом сообщил нам Госдепартамент США, Facebook на его странице. Одна из целей, которую мы преследуем в отношениях с Россией и Китаем, это денуклеаризация. Мы не можем допустить распространения ядерного оружия и должны остановить его развитие. Президент США Дональд Трамп. У меня снова возникает чеченское дежавю. Тогда Билл Клинтон в 1996 году, только-только когда началась агрессия широкомасштабная, в декабре 1994 против Ичкерии, попросил Ельцина закончить малой кровью. Потом эта фраза очень аукнулась Биллу Клинтону. До этого неоднократно, до 21 апреля 1996 года, когда Билл Клинтон находился в Москве, был убит президент
и лидер, первый президент и лидер Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев. И эта фраза, которую он сказал в начале войны, закончить малой кровью, была ретроспективно использована уже после гибели Джохара Дудаева. То есть, фактически, как будто он намекал на убийство Джохара Дудаева. Хотя он сказал это в самом начале, пытаясь как-то остановить, на мой взгляд, пытаясь остановить кровопролитие и как-то пытаться договориться и вести политический диалог. Но тогда Америку интересовала денуклеаризация, разоружение биологического, бактериологического оружия России, ну и, конечно же, я полагаю, выгодные контракты на нефть, газ и все остальное. Через 17 лет после гибели Джохара Дудаева, а нам навязывались нарративы, что американцы стоят за этим. Вот те примеры, которые я приведу, малой кровью решить этот вопрос, то, что сказал Билл Клинтон. И везде, и то, что он в Москве находился в этот момент, это могло указывать на то, для чеченцев, указывать на то, что Америка нас предала. Хотя нужно отметить, что именно Соединенные Штаты Америки, Голос Америки, Радио Свобода, BBC британская, Deutsche Welle немецкая, эти все радиостанции, все средства массовой информации нас очень сильно поддерживали. И мы ощущали поддержку всего мира в самом начале. Информационную, но нам этого было более чем достаточно. Мы этим гордились, мы этим восхищались, мы этим жили. Но потом все эти средства массовой информации почему-то начали себя вести иначе. Наша вина в этом тоже есть. Но мы, я полагаю, нас ввели по специальному коридору, где у нас другого выбора не оставалось, как предпринимать такие или иные шаги. Хотя, наверное, все-таки выбор был, полностью вину с нас снимать мы тоже не должны. Поэтому я хочу, чтобы украинцы не повторили ту же ошибку и не дали себя вести, как вели нас, как волков, флажками, красными флажками, развесив их по сторонам, и загоняли в загон, где нас потом отстреливали всем миром. Всем миром. И при помощи Интерпола, и при помощи задержаний, и при помощи депортации, дискредитации, убийств. И до сих пор чеченский народ не пришел в себя после колоссальных потерь, геноцида, который над нами был совершен фашистской Россией. И сегодня мы находимся в таком вот тяжелейшем положении. Вернемся к нашей теме. Сегодня мы видим, после того, как Дональд Трамп встретился на Аляске с Путиным, мы видим, что в украинском обществе очень жестко реагирует на поведение Трампа. И мне это напоминает еще, наверное, раз я это буду повторять, чеченское дежавю, когда чеченцы были недовольны Биллом Клинтоном, которые нас вначале поддерживали, а потом им сделали какое-то предложение, денуклеаризация, решение вопроса с Югославией, русские помогали во всем, главное, дайте додавить чеченцев. Им давали, не только давали, им помогали, их кредитовали, их финансировали, и много чего было. Наши соседи, в том числе Украина, соседи по Советскому Союзу, посылала своих солдат воевать против нас, точнее, неофициально, срочники, отпускники это были. Но это все было. И самый известный кровавый палач, печально известный Юрий Буданов, был с Донецкой области, как мы знаем. Сейчас, когда в обществе мы видим очень такие открытые выражения недовольства поведением Дональда Трампа, это может быть воспринято и самим Дональдом Трампом, которому не нравится, когда его критикуют.
и американским обществом, которые, а почему он критикует, кто они такие, критиковать нашего президента. Делаем, что хотим. Мы кому-то что-то должны, и в этом они будут правы. Поэтому я бы попросил украинцев не критиковать Дональда Трампа и Соединенные Штаты, даже если вам это сильно хочется, чтобы не повторять наших ошибок. Этот поток критики должен быть остановлен официально. Украинские СМИ, украинская власть, украинские патриоты должны обратить на это внимание. Сегодня эта ситуация просто повторяется. Я несколько раз наблюдал за тем, как украинцев хотят представить террористами. Например, любезно принятые и, возможно, даже и гражданство предоставлены Пономарев, или Пономаренко сейчас он называется. Этот человек фактически прямо пытался обвинить, связать Зеленского с убийством Дарьи Дугиной. Не комбатанта, это террористический акт был. Попытка, видимо, была уничтожения самого Дугина, но погибла дочь. И тогда Пономарев говорил о том, что Зеленский требует дел, и вот наши люди там ее ликвидировали и так далее, и так далее. Тогда я об этом сказал, и вроде бы эта тема утихла. Но, как говорится, в материалах дела все остается. Также произошел террористический акт по убийству Гагоева, по-моему, его фамилия. Человек, который совершил военные преступления на территории Украины, и к нему подошел молодой мужчина, запись с видеодиктофоном или аудиодиктофоном, и пытался его записать, якобы. И потом произошел взрыв, и этот погиб преступник, и человек, который был подослан, как потом сообщалось, украинскими спецслужбами, тоже погиб. Это тоже рассматривается как террористический акт. И такие вещи были неоднократно. Например, Фейкин, которого очень часто цитируют, приглашают, то первые 2-3 года войны он с Арестовичем очень много проводил времени в эфирах, завоевывал доверие украинцев. Это абсолютно этому удивляться не нужно, это у них такие методы работы. Он предлагал захватывать граждан Украины чеченской национальности, чтобы обменивать их на азовцев. И затем азовцы представляются супер там нацистами, фашистами там и так далее, и так далее. Вероятно, там может и есть какие-то нацисты, они есть везде, и в Германии, наверное, они есть, и в США, и в России, соответственно, вся Россия, можно сказать, напичкана вот этими бандами нацистскими. Ну вот почему-то только про вот этих говорят, про украинских. Сейчас просто выгодно украинцев представить радикалами, нацистами и, скорее всего, связанными какими-нибудь исламскими террористами и так далее. Крокус Сити Холл тому подтверждение, когда 4 таджиков, которые, на мой взгляд, являлись инструментами вот этого террористического акта в руках ФСБ, якобы пытались скрыться в Украине, ехали в сторону Украины и были задержаны. Вот такие вещи, они накапливаются, это имеет такой накопительный эффект. И потом уже сами украинцы, которых уже начинают так называть, говорят, да пошли вы все к черту. Ну хорошо, если я нацист буду, хорошо, пошли к черту. А есть агентура внутри, которая работает. И которая, вот эта агентура, она подводит все. Мы это все чеченцы проходили. Например, Ахмед Закаев, который в Украине живет практически, ездит туда-сюда. Этот человек был министром культуры в правительстве Аслана Масхадова. И когда начиналась вторая широкомасштабная русская агрессия против Чеченской республики Ичкерия, была провокация. Дагестанские населенные пункты, российские дагестанские населенные пункты, Чабан-Махи и Карамахи, где русские спецслужбы Степашин, Ельцин, там, Патрушев, Путин
разрешили установить им там шариатскую форму правления, хотя там просто участкового выгнали и водку не продавали. Вот больше никаких изменений не было. И русские спецслужбы, лично Степашин, тогда генерал ФСБ и министр внутренних дел России, говорил, что это свобода вероисповедания, там, что все хорошо и так далее. И Шамиль Басаев, с которым ранее были заключены договоренности под видом сторонников независимости Дагестана людьми, ему попросили его прийти на помощь. И он, который не занимал никаких руководящих должностей, никаких должностей в Чеченской Республике, был рядовым гражданином. Ну, конечно же, это был генерал, но никаких должностей он не занимал. Он со своими добровольцами пошел освободить путь, пробить путь и вывести людей, которых российские спецслужбы в этих населенных пунктах, в которых они сами разрешили установить на своей российской территории вот эти шариатские деревни, начали их методично стирать с лица земли, обстреливая бомбардировками, артиллерией и так далее. И Басаев пробил коридор, вывел этих людей, и на этом вся эта операция, спасательная операция, закончилась. Но Ахмед Закаев, тогда министр культуры, был ярым сторонником вот этого похода туда, вот этой спасательной операции. Маулади Удугов, который возглавляет или номинально возглавляет Кавказ-центр, средство массовой информации, которое очень сильно вело чеченцев в заблуждение, притом это было самое прочеченское, на наш взгляд, тогда, средство массовой информации. Он призывал, хотя Шамиль Басаев сам это называл спасательной операцией, Маулади Удугов называл это в 21 веке первыми нападем на кафиров. То есть, как будто мы нападаем на Россию. Вот так это было все представлено. Поэтому вот эти вещи нужно знать и быть к этому готовыми. И суперпатриоты Украины – это еще не индульгенция. Имейте в виду. Я не призываю, конечно, там, к какой-то шпиономании, какой-то там сумасшествию, что это очень трудно в этой ситуации удержаться от этого, но при этом нужно понимать, что шпиономанией и каким-то там сумасшествием заниматься тоже не нужно. Произошел этот случай, попытка 24 августа, День независимости. И мне вспомнил, и потом произошел через 3 дня случай с нападением в Миннеаполисе на детей, на приходскую школу. Возникла очень интересная параллель. А дело в том, что этот случай, такой похожий случай, был связан с гибелью Джохара Дудаева, о котором я говорил в этом своем стриме в начале. 21 апреля 1996 года Джохар Дудаев после очередной попытки убийства был убит. Разговаривал он по телефону с Константином Боровым, депутатом, российским политиком, бизнесменом, который сейчас проживает в США. В США, обратите внимание. И этот человек также засветился, Константин Боровой, не только во время общения в момент смерти Джохара Дудаева, но и сообщил о том, что в 2001 году на США готовится нападение при помощи самолетов. Информация была расплывчатая, но эта информация была им из Москвы доставлена в США, как он утверждает, либо директору ФБР, либо замдиректору ФБР. И ФБР не могло отреагировать. Просто при помощи самолетов, какое-то нападение, теракт, что теперь? Самолетов, я не знаю, тысячи, десятки тысяч в Соединенных Штатах. И как это определить? Так можно сказать что угодно. Но потом реально произошло нападение самолетами. И значит, что-то Константин Боровой знал. Но Константин Боровой засветился и в момент общения с Джохаром Дудаевым.
После гибели Джохара Дудаева, после 96 года, в 2012 году на Кавказ-центре, на том самом Кавказ-центре, где ее владелец или номинальный владелец, я полагаю, этот ресурс принадлежит ФСБ, совершил, который первыми в 21 веке напал на кафиров, как и Закаев, который у себя в министерстве, в своем театре, в Министерстве культуры, повязки с арабской надписью, там в платке, изображал из себя там такого супер радикального исламиста. И Закаев, и Удугов сразу же уехали за границу. После этого их чеченская земля больше там не видела. Через 16 лет после гибели Джохара Дудаева на Кавказ-центре вышла статья «16 лет со дня гибели Джохара Дудаева». По-моему, так она называлась. И в этой статье указывалась, была фотошопом сделанная фотография, где Джохар Дудаев разговаривает по телефону, смотрит в небо и якобы с камеры ракеты снимает момент попадания Джохара Дудаева в эту ракету. Услышать летящую на сверхзвуковых скоростях ракету и увидеть ее практически невозможно. Джохар Дудаев в момент гибели, со слов свидетелей, очевидцев, которые были неподалеку, в том числе и Алла Дудаева, находился не близко к машине Нива, хотя эта фотография показывает, что он как бы прямо у машины стоит и смотрит вверх. Но ФСБшники этого не знали, что рядом он находился или нет. Но Алла Дудаева и другие люди рассказывают о том, что метра 10-15 у него был шнур у Джохара, который он протягивал и отходил немного в сторону. И вот этот фотошоп, вот этой фотографии в 2012 году, ее нельзя было так хорошо сделать. А в 96 году, в день гибели Джохара, у русских не было такой возможности с такими камерами разрешением, с таким разрешением. То, что русские могли наводить ракеты по телефону, по датчику, маячку, радиомаячку, это известный факт. Они еще в Афганистане могли применять эти ракеты и применяли даже такие ракеты. По маячку наводились. И у нас в Чечне они применялись. Так что по телефону достаточно было отследить, и русские сами могли сделать. Ничья помощь, ни американцев, ни кого-либо другого там не нужна была. Так был убит первый президент демократической европейской страны таким подлым, вероломным террористическим актом. И в этот день президент США Билл Клинтон находился, еще раз скажу, находился в Москве. И никак не отреагировал, и никак американцы это не прокомментировали. Они не сняли с себя ответственность, не сказали, что это не мы. Просто это такое было высокомерное такое, нас это не касается. Сейчас ввязываться в это. После того, как в 2012 году, 2014, извиняюсь, году, когда в 2012 году, через 16 лет после 96 года, Кавказ-центр выпустил эту статью, также американцы, никто на это не отреагировал. Сказали, что это нас не касается. Но в это время, в 2012 году, в Дагестане находился другой парень, младшего брата, которого звали Джохар, как и Джохара Дудаева. В честь него он и был назван. Джохар-младший находился в Соединенных Штатах, а его старший брат Тамерлан Царнаев находился в Дагестане. И эта статья, на мой взгляд, была выпущена под него. Под него это было выпущено. И Джохар, и Тамерлан Царнаев, который болел всей душой за свободу, независимость Дагестана, его мама была с Дагестана, за независимость Чеченской республики Ичкерия. Его ненависть, его энергия
была направлена не против России, а искусно подменена на религиозной основе против США. И эта статья очень легко убеждала его, а он был постоянным читателем, как об этом сообщает ФБР, что он был постоянным читателем Кавказ-центра. И после 2012 года он спокойно заехал, тоже очень интересное совпадение, как и Константин Боровой, который сообщил о том, что с самолетами будет атака на американские города. Точно так же ФБР была получена информация от русских о том, что Тамерлан Цернаев и его мама Зубейдат являются радикалами. Еще в 2011 году, до того, как он поехал в Дагестан к родственникам матери. И тогда информация была очень мало, очень недостаточно. И в итоге получилось так, что ФБР допросило, психологи, исследователи ФБР пообщались с Тамерланом Цернаевым. И ничего антиамериканского, антихристианского, ничего не выявило. Его позиция была за свободу Кавказа, за свободу Ичкерии и против России. Но ничего угрожающего для США или ничего такого радикального, исламистского в нем замечено не было. Хотя он был мусульманином и вел, как раз его в это время обрабатывали некоторые лица. Не буду сейчас все подробно вам рассказывать. Но сам факт, что после того, как русские предоставили информацию, что и Зубейдат, мама, и сын Тамерлан являются опасными экстремистами, они спокойно вернулись в Дагестан, их запустили на территорию России. Тамерлан находился на территории России, он молился, ходил в мечеть, которая считалась радикальной, и которую курировали люди Саида Амирова, бывшего мэра Махачкалы. После того, как произошел в 2013 году теракт в Бостоне, и сотрудники ФБР прибыли в Дагестан, ведя расследование, непотопляемый Саид Амиров был снят, обвинен в преступлениях и упрятан в больничку. Он якобы скрывал себе вены. И потом получил пожизненный срок. И может быть, как и Гиркин, сидит, а может и не сидит. Всем этим занимался непосредственно тогдашний замначальник УФСБ Дагестана Дмитрий Кечкин и его непосредственный начальник. После того, как Саид Амиров был снят с должности, Дмитрий Кечкин и новый глава, назначенный еще в январе, временно исполняющими, Абдулатипов, фактически провели зачистку людей, либо перераспределили ресурсы, либо поставили новых своих людей на место людей Саида Амирова, которого вынужденно сняли со своей должности и упрятали его в тюрьме. И после того, как произошли вот эти все события, в это самое время происходили, в 2013-м произошел террористический акт, на годовщину, на 17-ю годовщину, 15 апреля 2013 года произошел террористический акт в Бостоне, где погибло 3 человека и там десятки были ранены, в том числе с ампутациями конечностей. В Америке началась буря, волна просто информационного сопровождения этого террористического акта. Здесь важно отметить, что в то время американцы и европейцы и Израиль готовили свержение Башара Асада, скажем так, помогали местной оппозиции, демократической оппозиции. И фактически у этой местной оппозиции были очень хорошие шансы свергнуть Башара Асада. Его фактически закрыли, зажали уже в Дамаске. И эта ситуация была выгодна всем европейцам, американцам и всем остальным. Но и американцы готовились, как некоторые утверждают, я не буду точно говорить за это, но готовились вплоть до военного вмешательства в этот гражданский конфликт в Сирии.
и готовили силы, военные силы готовились американцами. После теракта в Бостоне вот эта вся приготовленная сила была, процесс шел, и в 2014 году массово появились исламисты из исламского государства, которые начали бить вот эту оппозицию. Понимаете? А мы знаем, что Россия курировала вот это исламское государство, образовали исламское государство функционеры партии Баас из Ирака. И таким вот образом вот эти радикальные исламисты, или изображавшие из себя, и их полезные идиоты, которые присоединились к ним, они начали нападать на эту демократическую и не только демократическую оппозицию, которая боролась против Башара Асада, и у нее были хорошие успехи, хорошие результаты. Фактически они начали бить в спину своим же братьям, которым якобы они вместе вели джихад, или там священную борьбу за то, чтобы свергнуть этого диктатора. И после того, как поднялась такая большая информационная волна после бостонского теракта, американцы отказались вмешиваться в это. Потом уже ИГИЛ очень большие позиции захватил, туда вмешалась Россия, и потом только уже вмешались американцы, которые начали поддерживать то курдов, то потом отказывались. Тогда как раз и был, когда курдов поддерживали, по-моему, уже был Дональд Трамп первой своей президентской каденции. И вот эта демократическая оппозиция, демократические силы, которые фактически были союзниками в регионе и Израиля, и европейских стран, они все канули в лето. У них ничего не получилось. Они были разбиты ударами в спину. В это время, во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, в 16 году, в 17 уже году, когда ИГИЛ набирал обороты, мы все помним эти видеоролики, где там люди говорят на русском языке, какой-то командир, как-то его Шишани, ну чеченец типа, из Грузии, у которого папа грузин, христианин, мама ингушка, называл он себя Шишани, он там был каким-то военным, каким-то министром обороны, ИГИЛ там и так далее. Все это было фейком, все это было обманом. Но вот эта ситуация так развивалась, чеченцы были втянуты, европейские страны не мешали чеченцам ехать туда, бороться. Это в самом начале, когда вот эта демократическая оппозиция была, и ей нужна была помощь. А их поддерживал Запад. И в этом смысле чеченцы как бы спокойно выезжали из Европы в Сирию. Здесь велась большая работа. Те люди, кто вел работу по сбору этих чеченцев и отправку в Сирию, также самым главным пропагандистом в этой войне был, опять же, тот же самый Кавказ-центр. Люди, которые живут здесь, в Германии, Австрии, в других городах Европы, собирали вот эту молодежь, говорили, что нужно помочь Башару Асаду, мы там соберем армию и потом поедем освобождать Ичкерию. Нам Европа, видите, не мешает, нас все поддерживают, а на всех средствах массовой информации реально поддерживалась вот эта оппозиция Башару Асаду. Но потом, когда она потерпела поражение, чеченцы уже оказались в ловушке, многие погибли. В Чечне в 16-17 году Игорь Хвостиков, главарь банды УФСБ по Чеченской республике, отдавал команды, кого задерживать. Второй полк имени Ахмада Кадырова задерживал чеченцев. Об этом нам рассказал Сулейман Гизмахмаев, сотрудник вот этого второго полка имени Ахмада Кадырова. И этих чеченцев убивали. По моим данным, до 100 человек было казнено в начале 2017 года. Новая газета рассказала нам, установлены 27 фамилий. Родственники очень боятся, чтобы других их детей не убили, просто замолкали. Потому что у нас там установлен, Северная Корея — это цветочки по сравнению с тем, что Россия установила в оккупированной Ичкерии. Их документы отправляли своим сотрудникам
ФСБ, ГРУ, и они под видом чеченцев, немножко изучив фразы, имея легенды уже убитых чеченцев, ехали туда и там изображали из себя игиловцев, чеченцев. И потом война затянулась, и мы знаем, как это. И в конце концов Россия все-таки закрепилась. Башар Асад живой, здоровый был перевезен в Москву. Российские базы до сих пор находятся там. Новый поставленный там человек, может быть, он там, говорят, он связан там с Турцией и так далее, может быть так, но Турция тоже очень часто контактирует с Россией, и там тоже очень много вопросов по действиям турецких спецслужб. И вот произошла вот такая вот ситуация. Что я хочу сказать, что если сейчас мы не будем говорить о том случае, который произошел 24 августа в Москве, о вчерашнем случае, который произошел в Соединенных Штатах Америки по поводу убийства детей. Специально дети, я считаю, для большего резонанса, для большей такой чувствительности, для психологического большего воздействия на людей проводится. Вероятно, еще будут такие террористические акты, если мы об этом не будем говорить, если мы не сорвем этот план. Потому что обычно вот такие люди, как этот стрелок в Америке, который стрелял в детей, эти люди, они запускают этих людей, и они фактически действуют автономно. И очень трудно доказать, что их кто-то подводит. Очень хорошо и убедительно, как я сказал, об этом рассказывает Эгон Челакян. Это называется воздействие, воздействует на психику человека. Некоторые психически неустойчивые, некоторые очень подвержены сильно влиянию. И вот этих людей используют для того, чтобы задействовать. И его остановить фактически невозможно. Он думает, что это его решение, он идет, но это все делается, такое пазловое программирование, это называет Эгон Челакян. Происходит пазловое программирование, когда с разных сторон поступает информация, у человека формируется мысль, как будто это его мысль. И вот, используя его, они направляют на самоубийственные, на убийственные акции вот этих людей. Поэтому, вероятно, остановить после провала Алексея Титова, взорвавшегося в Центральном детском магазине, им не удалось. И произошел вот этот террористический акт. Я бы посоветовал ФБР проверить эту версию, вот эту мою гипотезу. И если же есть возможность непосредственно разобраться с событиями, произошедшими в Москве на Лубянской площади, где Алексей Титов взорвался. И непосредственно, куда он входил, с кем он контактировал, кто его начальник непосредственно. Я думаю, эта сеть, эта цепочка очень вероятно приведет нас и к Дмитрию Кечкину, нынешнему главарю банды УФСБ во время оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, а также может привести к Николаю Патрушеву, который прозван в народе русским Фредди Крюгером, который приходит ночью и убивает в том числе и детей. Вот такая вот у меня гипотеза, друзья. Эту гипотезу вы, конечно, можете отбросить, а можете посмотреть, что это из себя представляет. Почему я вам рассказал про события в Сирии, что Америка готовилась вторгнуться, это все из открытых источников, эту информацию изучал. Тогда я еще ее изучал. Сейчас, по всей видимости, американцы готовятся к очень мощному какому-то военному движению. И тогда американцы готовились вторгнуться туда, но ситуация в корне поменялась. И сейчас эта сила, которая уже накоплена американцами, мы знаем, что в 3 смены работают заводы по производству оружия и в Америке, и в России, и в Европе. И сейчас, когда
вот эти события происходят. Это сила, это мощь. А в Америке мы знаем, есть политическое руководство, есть армия, все это независимые, все это объективные, честные, настоящие, в отличие от прямой жесткой вертикали России. То если будет принято какое-то политическое решение, что идти помогать там не Украине, может быть не против Ирана, может быть еще, там известно, что поступает информация, что Иран начинает готовиться к войне, возможно, война может начаться и в Иране, но эту силу можно будет отвести куда-то. Если сейчас мы говорим об Украине, о 24-м День независимости, 24 августа, и у стрелка в Миннеаполисе а, изображение кириллицей, ну, текст кириллицей написан, похожий, может быть, с намеком, да, и еще раз я говорю, если эта гипотеза окажется верна, он связан с украинцами, с украинской диаспорой, дружит там, был сторонником Украины, полмира сторонники Украины, если что, то это может быть связано с тем, что, вероятно, возможно, Америка собирается помочь военным путем Украине. И чтобы избежать этого, человек, который ненавидит Трампа, который грозится убить Трампа, у него на оружии написано, и про евреев написано, и про Трампа написано, эти вещи как бы отторгнут Трампа помогать Украине, если окажется какая-то малейшая связь с украинскими националистами, с украинскими спецслужбами, с украинскими патриотами и так далее. Это напрочь отобьет охоту у Дональда Трампа, например, помогать Украине. Но вот мы находимся вот на пороге вот этих событий, и, возможно, будут еще террористические акты, если исходить из взрывов домов в 1999 году, которые происходили. Тогда каждый с интервалом 3 дня, один раз 4 дня вот происходили эти террористические акты. Возможно, еще будут какие-то нападения, более кровавые, более жестокие. Но мы поэтому, еще раз обращаюсь к украинцам, пожалуйста, обратите внимание на это. Именно на теракт, совершенный 24 августа в Москве, на Алексея Титова, пожалуйста, раздобудьте и спецслужбы, и журналисты всю информацию о Титове, о его связях, с кем он работал, кто его непосредственный начальник. Ну, какую возможности, я думаю, есть. И у американцев есть, и у украинцев есть. И это может быть ключом к отгадке. И если мы правильно определим заказчика, организатора, то это все может, эта операция может быть ими отложена. После того, как в Рязани задержали террористов, которые закладывали взрывчатку в подвал дома, взрывы в Москве в России взрывы домов прекратились, потому что тогда поймали с поличными. Поэтому сейчас этот террорист-одиночка в Америке, он, конечно, уже задействован, и он шел на свое преступление. Дальше может просто не последовать взрывов, терактов, и этот план, может быть, прекратиться. Будем на это надеяться. Будем на это надеяться. Именно поэтому вот я вам делаю такое вот обращение и заявление. Пожалуйста, обратите внимание. Так, давайте я немножко почитаю ваши комментарии. Так, давайте почитаю ваши комментарии. YouTube. Так, Сергей Самаркандский, спасибо, что напоминаете. Всем привет, говорит Сергей. Ставим лайки, подписываемся на канал. Друзья, подписывайтесь. Наш канал атакуется. Со вчерашнего дня атакуется. Вчера, когда я начал вести свой стрим, я его назвал «ФСБ взрывает детский магазин. Неудачный теракт на Лубянке, который скрывают». И, кстати, я не сказал, что вот этот теракт 24-го, который был, его усиленно везде подчищают.
пытаются скрыть там хлопок, это какой-то инцидент там и так далее. Это говорит о том, что это был теракт. Также украинцам следует вот эти националистические свои марши с черными флагами, там, вот это все пока приостановить. Просто объяснить людям, сказать: ребят, против нас ведется возможно, ведется очень большая работа. Пока, если вы не приостановите, из этого будут делать просто пиар-картинку и еще раздувать еще больше. И, конечно же, прекратить критику Трампа на время хотя бы. Так, утром слушала Любаську, говорит, что этот стрелок за Россию и за Лаптистину. Ну да, он антисемит, он за Палестину, но за Россию я не знаю, я пока этой информации не видел. Не видел. И у него то, что он за Россию, это, может, его догадки, на его оружии, на его магазине к оружиям написано на английском и на кириллице. Причем не на правильном русском языке, а вот вместо «е» там буква «э» стоит. Поэтому пока рано говорить, будем надеяться, что украинского следа там не будет. Но если он будет, значит, моя версия, моя гипотеза, которую я вам сейчас излагаю, она дополнительно подтверждается. Алейк салам. Всех, друзья, приветствую. Всем шалом. Мій шлях. Всем доброго вечера. Вітаю вас, мій шлях. Алейк салам. Как ты думаешь о том, что в Европе не будет кризис? Я думаю, мы идем к большой-большой войне. И чтобы сорвать вот этот случай, тогда, когда Башара Асада могли свергнуть, уже в 2014, по-моему, году уже была запланирована, как некоторые утверждают, военная операция США, вмешательство в гражданский конфликт в Сирии. 13-го произошел этот террористический акт. И такая волна информационная поднялась. Еще больше были теракты, с большими жертвами были в США неоднократно. Но вот эта информационная волна, которую подняли, она была, такая, ни с чем не сравнимая. Хотя 3 человека погибло, десятки ранены. Я выражаю искренние соболезнования и тем погибшим родственникам, и погибшим родственникам, и раненым. И сегодня вчера события, которые произошли, я по ним тоже выражаю всем искреннейшие свои соболезнования, всем родным и близким погибших детей. Одному 8, другому 10 лет, говорят, ребенку, которые сидели на вот этой церемонии, вот этой религиозной. И он в окно просто начал в них стрелять и их убивать. И раненым скорейшего выздоровления выражаю всей американской нации и поддержку, и свои искренние соболезнования. И также призываю быть очень осторожными и внимательными, потому что дело мы имеем с абсолютным, как сказал Джо Байден, абсолютным беспримесным злом. Абсолютным просто злом. Будет ли кризис в Европе? Я думаю, будет кризис, война будет, возможно. А разве плохо, когда ведут трезвый образ жизни, не употребляют алкоголь? Сэм Юан. Нет, конечно, Сэм. Ничего плохого в этом я не вижу. Это очень хорошо, вести трезвый образ жизни и не употреблять алкоголь. Это очень хорошо. Если ты имеешь в виду то, что Чабан-Махи и Карамахи это было. Но вот дело же не в том, что я к этому отношусь хорошо, к алкоголю или плохо. А дело в том, что тогда так представлялось, что вот если они не пьют, в принципе, и Ельцин говорил, симпатичные бородачи, там такие вещи отпускал в сторону. И вот это все как готовилось. Ну, а потом их начали просто убивать. Им сказали, давайте зачистим вас, разоружаться. Но это была провокация, чтобы втянуть Чеченскую республику, втянуть Шамиля Басаева.
Потом распускались слухи, что Шамиль Басаев хочет стать имамом Чечни и Дагестана, там это, третье, десятое. Но вот такие вот вещи, они, да, проводились и использовались. А почему не ваше мнение насчет Игоря Беркута? А кто такой Игорь Беркут? Скажи, пожалуйста. О, вот смотрите. Вот мне человек, почему не отвечает на мои вопросы? Ну вот заброс идет. Вот смотрите, только что я говорил, я этого человека не знаю, его Аниарко по-украински и написано. Я сейчас не смогу зайти на твой канал, посмотреть. Вот Аниарку с украинским флагом задал мне вопрос. И вот что, когда я задал вопрос в интернет, вот что выдало. Связан с гипотезой об украинском следе в контексте стрельбы в Миннеаполисе, где были обнаружены надписи на кириллице. Поскольку Игорь Беркут, фигура известная в украинском контексте, я рассмотрю, кто такой Беркут. Давайте посмотрим. Я сразу же хочу заявить, что я вообще не слышал, я перед тем, как выйти на связь, выйти на свой стрим, я обсмотрел все просто. И в Грок я посмотрел, и в GPT, в чат GPT посмотрел. Никакого украинского следа не было. Это была моя аналогия с событиями бостонского теракта и связи чеченцев с этим. Где вы выше писали? Ваше мнение? Да я уже прочитал ваше. И я вам хочу сказать, что я ничего не знал. И вот сейчас мне вот какие-то вещи выдаются. Так, основатель лидер партии «Великая Украина», зарегистрирован в 2006 году. Имел российский... Так, что здесь пишут? Давайте посмотрим. Возможно, связь с этими... нет, это я, наверное, неправильно задал. Подождите, сейчас я по-другому напишу. Это может быть связано с тем, что я ранее в этой же ветке задавал тему, и поэтому высветилось. Поэтому, друзья, подождите, я просто... Беркут также является автором книги «Брат» и «Брат 2». Также этот Беркут говорит про проект, известен как автор и исполнительный директор проекта «Небесный Иерусалим», который предполагает создать новый Иерусалим на территории Одессы, Днепропетровска, Запорожской области. Вот текущем исполнении деятельности точной информации мало, но он продолжает публиковать видео, комментируя политическое события, в основном через социальные сети и платформы. Критически оценивая, стоит отметить, что Беркут воспринимается многими как фигура, связанная с пророссийскими и провокационными инициативами, а его проект «Небесный Иерусалим» часто рассматривается как утопический или манипулятивный, не имеющий реальной поддержки в обществе. Нет, он никакого отношения не имеет, я просто в этой же ветке, где общался с Грок, написал это имя, и поэтому так выдало. Поэтому никакой связи пока с украинскими не зафиксировано. Я думаю, они попробуют это сделать, но будем надеяться, что этой связи мы так и не увидим. Ну вот, и что вы хотели этим сказать, Аниарко? Что вы этим хотели сказать? Кактус, Машволь, алейкум.
Спасибо, божественно. Так, вот такая вот ситуация. Всех приветствую, друзья. Привет, привет, привет. Так, что вы скажете? Почему вы молчите? Как мы видим, сегодня наш стрим тоже не очень а, распространяется. 118 всего подписчиков, но вы самые стойкие. Самые стойкие. Что от моего народа Украины? Я не вижу, кроме того, что вы тут написали, от моего народа Украины. Вот такая вот интересная аналогия. Осман, алейкум, азербайджанец, да, ты, Осман, мне кажется? Вот такая вот интересная тема, друзья, зародилась. Гипотеза. Канцлер ФРГ осудил российский удар по Киеву 28 августа. То, что теперь и представительство ЕС оказалось под прицелом, свидетельствует о растущей беспринципности российского режима, подчеркнул Фридрих Мерц. РФ всю ночь атаковала столицу Украины ракетами и беспилотниками. Жертвами атаки стали как минимум 18 человек, среди них 4 ребенка. Десятки человек получили ранения. Среди прочего пострадали и здания представительства ЕС и представительства Британского совета в Киеве. Да, сегодня произошла очень очередная страшная атака фашистской России. Я выражаю свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего желаю выздоровления пострадавшим украинцам. Украина, прими мои соболезнования. И мой сегодняшний стрим, который я посвящаю тебе и тому, чтобы уберечь тебя от зла, которое против тебя готовится, в силу своих возможностей. Еще 28 августа в Украине действуют новые правила для выезда мужчин за пределы страны во время военного положения. Теперь мужчины с 18 до 22 лет могут беспрепятственно выезжать за рубеж. На военную службу в стране призывают с 25 лет. Власти надеются предоставить молодым людям более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за границей. И это, мне кажется, правильно на самом деле. С одной стороны, потому что очень сильно начали раскручивать ТЦК, там ТЦК то, ТЦК это. И это правильно, мне кажется, чтобы сбить эту волну. Потому что из-за этого фактически Украина уже представляется врагом. Своя власть, своя армия, которая гибнет каждый день, которая защищает Украину, она представляется каким-то врагом. Каким-то. Я еще хотел бы вам зачитать небольшой такой черный юмор, черный текст, юмор. Нельзя это назвать текстом. Обращение, написанное мной по поводу теракта, который был 24 августа
совершенный Алексеем Титовым и, видимо, его сообщниками. Прошу не относиться очень серьезно к тому, что я сейчас зачитаю, но это так, немножко, чтобы это осталось в памяти, об этом нужно говорить и не дать этот момент, это Рязанский сахар 2.0, который неоднократно уже случался у них, этих 2.0, избитый самолет над Грозным азербайджанских авиалиний, тоже был такой же провокацией против чеченцев и азербайджанцев. И вот смотрите, Алексей Титов, новый мессия ФСБ, чей подвиг на Лубянке гремит так, что даже адские колокола в агонии трещат. Пока центральный детский магазин сотрясал его эпический хлопок, доблестный воин тьмы решил, что шарики и буквари – идеальный фон для ритуала во славу князя тьмы. Дети – мелочи, когда ФСБ выходит на новый уровень. Не просто похищать, сжигать или вешать, а разыгрывать апокалиптический спектакль, где российские малыши – лишь декорация для их мрачного шоу. Сатана уже аплодирует стоя, Лубянка бронирует билеты на следующий акт, а его самодетонатор – просто гениальный ход, чтобы покрыть себя славой на века. Браво, Титов, браво! В пантеоне героев КГБ СССР тебе и твоему террористическому учреждению уже ваяют черный гранитный пьедестал. Детишки, которым посчастливилось не стать частью твоего фейерверка, будут гордо зубрить твою легенду в школах, если, конечно, их не взорвут в следующем акте этого цирка. Нужно об этом говорить, друзья, и этот момент нужно очень сильно зафиксировать. Очень-очень это важно. Мы тогда упустили этот момент, потому что не было интернета, не было ютуба, не было наших средств массовой информации, которые казались нашими, как я уже сказал, были не нашими. Вот такая вот интересная загогулина получилась. Кстати говоря, после долгого молчания смотрел, не то чтобы молчал, конечно, Алиев не молчал на эту тему, но Алиев, после того, как я снял ролик про вот этот сбитый азербайджанский самолет, Алиев дал интервью и там очень подробно рассказывал об этом. И очень интересно было, новые детали я для себя подчеркнул. Это очень важно, чтобы и про этот теракт азербайджанцы говорили. Говорили, что это сделали, и мы, чеченцы, конечно же, должны это говорить обязательно. И азербайджанцы это должны говорить, чтобы между нами не осталось вот этой ржавчины в сердце, где подозрения, да, ложечки-то нашлись, а осадок остался. Чтобы этого не было, нам нужно это постоянно об этом говорить и доносить до людей. Между нами и ингушами они такую же провокацию устраивали, и мы, простые люди, там где-то что-то скажем, и как бы, мы знаем, что мы братья. А когда вот эта пропаганда идет, она накапливается, и вы можете просто зайти в тот же искусственный интеллект, задать вопрос, и он там выдает информацию, что какие-то чеченцы, какие-то ингуши реально о чем-то спорили, ругались, хотя мы, чеченцы и ингуши, абсолютно не ругались, и вообще нам нет дела до того, что российские спецслужбы пытаются нас представить какими-то там врагами. Также они пытаются представить, мне очень много отзывов от азербайджанцев получил под этим видео. Всем огромная благодарность, друзья, кто мне писал. Я благодарен вам всем. Очень хорошо, что вы правильно поняли, что я хотел сказать. Но даже между нашими братьями, ингушами и нами была вот ржавчину, они такую пытались. Хорошо чеченцы реагировали, снимали ролики, говорили, ингуши вместе с чеченцами сидели, там, говорили, что мы братья, ингуши говорили, мы братья. И это сбило эту волну. Простые люди говорили. Вся эта троллятина, эти фабрики троллей, они могут что угодно говорить. Да про что угодно. Они могут днем и ночью это все говорить. Но в итоге, благодаря тому, что нормальные люди нормально себя правильно повели, но осадок, как говорится, такой накопительный эффект остается через год, через 10 лет, через 20 лет, как он молодому ингушу скажет, смотри, что чеченцы писали.
Может быть, реально там чеченец написал, потому что поддаются вот этой... Я сам заходил, смотрел, и вот эта вся грязь, которую якобы ингуши лили на чеченцев, я смотрел на это, пытался разговаривать, со мной разговаривали, как, я не знаю, там, старосортным, третьесортным человеком, и это просто тебя задевало. Ну, потом я брал себя в руки, говорю, ну, это, понятно, провокаторы, не буду участвовать в этом. Ну, кто-то мог участвовать в этом, да, и ингуши могли, и чеченцы могли вот так. И потом через 20 лет какому-то молодому чеченцу или ингушу покажут, смотри, что писал, смотри, вот комментарии, вот там тексты, вот там это. А провокаторы, профессиональные провокаторы, агенты ФСБ в Ингушетии, Ичкерии, они есть, они работают. Они известны, по фамильному их знаем. Ну, их вот по пальцам пересчесть есть. А как будто стравливаются все народы. И это потом, может, через 20 лет даже аукнется. Поэтому нужно реагировать на эту ложь сейчас. Сейчас, чтобы через 10 лет, 20 лет наши дети не были втянуты, не были втянуты там, со ссылками. Смотрите, они говорили, они делали это. И так далее. И так далее, и тому подобное. Вот такие вот дела, друзья. Так. А вам не кажется странным, что Америка и Россия воюют всегда против себя на чужих территориях? Ну, что вы имеете в виду странным? Что под этим вы подразумеваете? На вас напала Россия, на Украину, не знаю, насколько вы украинец, на Украину напала Россия. Нравится это кому-то, не нравится, это факт. Что делать с этим? Не знаю. Не знаю. Воевать, либо сдаваться. Вот такая она, вот, это жизнь. Маршал Хуишаране, маршал Оль. Как думаешь, второй фронт откроют в сторону России? Азербайджанцы ты имеешь в виду, Осман? Не знаю я, не знаю. Так, Илькин Шалом, дорогой. Слава Украине, героям слава. Машволь. Так, чеченцы и ингуши очень похожи друг на друга, но от азербайджанцев всем отличаются. Практически всем. А кумыки? Что кумыки, Даджим Арсанов? Что ты имеешь в виду, кумыки? Кумыки тоже наши братья, все наши братья. Мы все братья. Если не работаете на российские спецслужбы и на Русню, вы наши братья. Салам, селям алейкум. Рохан, Черкези. Алейк салам. Черкесы тоже наши братья. Мы все братья, мы единая кавказская нация, как об этом писал Абдурахман Автарханов. Мы единая кавказская нация. Поэтому, пожалуйста, не дайте нас разделить. Не дайте нас разделять никому. Так, друзья, я на этом свой стрим закончу. Я прошу украинцев, которые меня смотрели, эту информацию, которую здесь вы услышите, распространить максимально. Пусть больше людей узнают. Ну и, конечно же, компетентные органы, если они мониторят, они видят, и если не видят, то тоже им сообщите, что сейчас воздержаться от критики Трампа в проведении каких-то там националистических шествий там, и так далее, лучше всего воздержаться. Ну и, конечно же, самое главное, это обратить внимание на теракт, совершенный Алексеем Титовым, офицером ФСБ, самоподрыв Алексея Титова. И вот в этом смысле быть очень
внимательным. Как ты относишься к коммунизму? Ненавидишь или нейтрально относишься? Я считаю, что коммунизм – это фантом, его не существует, это не жизнеспособная идеология. Я считаю, что это просто обман большой, большой обман. То, что говорит коммунизм, реальный, то, что коммунизм говорит, не социализм, путь к коммунизму, а реальный уже вот этап завершения вот этого строительства идеологии под видом коммунизм, описанная Карлом Марксом, она не жизнеспособна, она утопична, она ложна. И из-за этого она опасна. Она опасна, потому что для того, чтобы людей поверить в эту идеологию, их нужно убивать, заставлять, пытать, сжигать, как это делали русские, китайцы и многие другие. Поэтому это все туфта. И, да, Шараня, это так. Все, друзья, я... А тот Титов случайно подорвался, или он смерть, или тащил сахарок, и он сдетонировал. Я думаю, он готовил бомбу, и она сдетонировала у него. Такое бывает иногда. Такое бывает. На этом я свой стрим закончу, друзья. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Шадик ичкерия хирду, ночи амдин ду. Все будет ичкерия. Ади кюэль маш. Всего хорошего. До свидания, друзья.